Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 сентября. Это у нас с вами четверг. Смотрим на колоде пассианс. Все знаки. Под видео есть тайм-код. Начинаю я с Овнов. Также посчитала карту дня. У нас с вами влияет 20-й аркан Суд на этот день. Складываем 1-1, 9 месяц и 9 год. Получается 20. Суд, значит, суд это про что? Суд это про важные новости, информацию. Поэтому можем получать важные, мировые, кстати, могут быть какие-то важные новости. Также это карта свободы, освобождения от каких-то старых историй, от прошлого, от кармы, там, не знаю, от каких-то ограничений, там, выход из и плена какого-то, из кредитов, займов и так далее. То есть если были какие-то ограничения, то по суду они могут, например, там судебные какие-то были разбирательства, то это наконец-то может закончиться. Ну, посмотрим, что нам еще карты покажут. Но в целом, больше я думаю, что день должен быть позитивный, чем негативный. Сейчас карты подскажут. Первые Овны у нас 11 сентября. 11 сентября. Овны, события дня. Четверг. Свиток. Первое событие. Метла. Будильник. Цветочек. Яблоко. Машина. Много событий у вас. Череп. О, и домик сложился. Домик не видела. Так, ну и смотрим. Здесь подарок нельзя. Нет, и здесь месяц тоже нельзя. Получается, у вас в этот день может быть деловая встреча, домашние дела, события в доме, тема здоровья будет проигрываться, поездка, исполнение желаний, слезы, ссора. И время показывает, что этот день, скорее всего, будет распланирован по времени у вас. Ну как бы и видно, да, столько событий. Встреча, поездка. Тут, будильник предупреждает, что вы можете не успевать. Скорее всего, что график будет сбиваться. Так что давайте себе какие-то запасы в этот день времени. В общем, вот такие события с предупреждением, слезы, ссора и череп. Ну и будильник, конечно, тоже. Это тоже предупреждение. Благодарю за внимание, Овны. Я перехожу к Тельцам. Так, Тельцы. 11 сентября. Тельцы. События дня. Первое, что я вижу, подсвечник. Ножницы. Лавровый венок, чашка чая. Сердце.
чемодан. Так, ну и проверяем. Есть, смотрите, по вертикали есть флаг. Здесь нет, нет, нет. И здесь тоже не вижу. Значит, получается, у вас в этот день есть какая-то надежда. На четверг вы возлагаете надежды. Вас ждет успех, победа. Это в работе, в делах. Решение какого-то вопроса. Так что по делам прям шикарный день. Любовь, гости и временная разлука, расставание. Может быть, в гости кто-то на время приедет и уедет на чемодан. Так что у вас шикарный день. Вот эти все ваши надежды на четверг, они будут реализованы, потому что выпал и успех, и решение вопроса, еще и победа. Так что у вас шикарный день будет 11 сентября. Смотрим дальше. Близнецы. Так, у меня улетела карточка. Сейчас я попробую быстро достать, не ставя паузу. Угу. Смотрим дальше. Близнецы. 11 сентября. Близнецы. Убежали у меня карточка. Одна убежала от вас, близнецы. Может показывать дальнюю дорогу. 11 сентября. Близнецы. События дня. Смотрим. Интересно, выпадет дорога или нет. Весы выпали. Дорога выпала по диагонали. И весы, выбор. Может быть, какой-то выбор будет связан с этим. Так, бабочка. Бокал. Свиток нельзя. Лебедь. Есть месяц еще. Так, смотрите, еще где бабочка, видите, можно было письмо соединить. Не увидела сразу письмо. Если вы увидели первое письмо, тогда у вас будет получение информации, а не разговор. Получается, я нашла у вас сложный выбор в этот день, весы. Колебания, сомнения. Будет два варианта, вам надо будет выбирать. Дальше будет событие, которое имеет цикличность, Луна. Застолье может быть, гармоничные отношения в паре, может быть даже какое-то событие, связанное с парой. И деловой разговор в этот день. Так что, в принципе, у вас все события хорошие. Единственное, что выбор может быть сложным. И выбор еще этот может быть привязан к дороге. Благодарю за внимание, близнецы. И переходим к ракам. Так, раки. 11 сентября. Сейчас перевернулась одна. Раки. 11 сентября, четверг. Как для них пройдет этот день? Угу. Первое событие — рыба. Метла. Книга. Расческа. У вас прямо одни предупреждения. Ага.
колокольчик. Сердце. Лебедь еще пропустила. Сундук. Могут быть разговоры о деньгах. Роза. Прям сегодня у многих знаков много событий, интересно. Обычно 4-5, 4-5, а сегодня у всех много. Так, значит, смотрите, что повыпадало. У вас прям так вообще 4, 5, 6, 7, 9 событий. Верность – это гармоничные отношения в паре, плюс выпало свидание. То есть тут может быть, ну, все хорошо в личной жизни. Общение с друзьями тоже хорошо. Финансовые поступления, разговоры. Может быть, разговоры о деньгах. Тоже хорошо. Посещение госучреждения. Опять же, это может быть банк, куда вы идете за деньгами. Посещение госучреждения, но здесь рядом выпадает ссора. Метла. В госучреждении может быть ссора. Дальше неприятность. Опять же, это может быть она и будет неприятность. Ссора. Неприятность, ссора и скользкое дело – это какие-то махинации. Поэтому вот у вас вот эти 3 карты – это предупреждение в этот день. Неприятность, махинации, ссора. Махинации, мошенничество. Так что, раки, будьте осторожны в четверг. Благодарю за внимание. Перехожу я к львам. Львы, 11 сентября, четверг. 11 сентября, четверг, львы. Покажите мне события. Угу. Книга, первое событие. Рыба. Угу. Машина. Череп. Колокольчик. Цепь нельзя. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, смотрите, получается в этот день посещение госучреждения, книга «Казенный дом», какая-то хитрость, обман, мошенничество. Будьте осторожны. Кто-то вас будет заманивать в хитро расставленные сети. Пустые разговоры, болтовня с кем-то, поездка и тема здоровья тоже может проигрываться. Череп может еще просто показывать усталость, там нервная перегрузка какая-нибудь и так далее. Ну, мне не нравится, что, видите, казенный дом выпадает рядом с рыбой. То есть это могут быть какие-то схемы махинации в госучреждении. Так что будьте осторожны, не доверяйте никому в этот день. Иногда проигрывается, что и мы, да, в роли этих людей втягиваем кого-то в какие-то схемы. Поэтому это можете быть и вы. Такой вариант мы тоже не исключаем. Благодарю за внимание, лягушки. Перехожу я к девам. Смотрим. Так, а где девы? Чего весы? Наоборот, поменялись местами. Так, девы. 11 сентября. Четверг. События дня девы.
Мешок с деньгами выпадает на четверг. Расческа. Домик. Цветочек. Конверт. Будильник. Проблема, неприятность, связанная со временем. Может быть. Молния, маска. Бокал. Тоже, видите, много событий. Сегодня прям день большого количества событий. Так, здесь нет. Значит, смотрите, что повыпадало. Финансовые вопросы будут у вас какие-то в этот день. Возможно, покупки. Выпадает дом и деньги. Дальше неприятность. Неприятность, маска, обман. Неприятность, обман, проблема со временем. Получение, что-то будете получать. Также придет какая-то очень важная информация. В этот день, скорее всего, в электронном виде. Застолье может быть и исполнение желаний. То есть, видите, есть хорошие события. Но, к сожалению, предупреждение тоже есть на четверг. Так что, видите, карта суд показывает, что не такой уж и хороший день будет, потому что у многих уже выпали и маска, рыба выпала, неприятность. То есть день достаточно напряженный такой получается. Суд — это ответ, да, то есть когда мы несем ответ за какие-то деяния. Видимо, что-то где-то придется расплачиваться за какие-то моменты в этот день. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Так, теперь смотрим весы. 11 сентября, события дня, весы. Весы, четверг. Первое событие — месяц. Цыпленочка нельзя. Корона. Чашечка чая. Корабль. Молния и замок. Нет, горизонталь, вертикаль не вижу. Получается 6 событий. Первое — месяц. Это события, которые имеют цикличность, цикл. И, скорее всего, происходит там каждый месяц 10-11 числа. Гости, ожидания, может быть, ожидания гостей. Дальше корона, общение с каким-то очень влиятельным, важным человеком. И кто-то в этот день откроет вам информацию, откроет тайну, замок, тайна. Какую-то важную новость. Молния — это какая-то, знаете, такая шокирующая новость, очень важная. Это может быть новость, которая получена, кстати, в электронном виде, например, там в виде смс-ки от кого-то.
Поэтому, ну, это такая новость, которая, знаете, как гром среди ясного неба. Да? Ну, вот, кстати, у нас карта суда, она тоже такие новости показывает, которые нас могут очень сильно удивить. Это прям откроется тайна у вас. Вы что-то такое интересненькое узнаете, весы, в четверг. Благодарю за внимание и перехожу я к скорпионам. Так, теперь смотрим скорпиончиков. Скорпионы. 11 сентября. Сентября. События дня. Скорпионы. Так, скорпиончики смотрим. Угу, сразу же неприятность четверг. Ух, и денечек. Этот четверг. Цыпленок. Цветочек. Сердце нельзя. Змея. Неприятная змея. Ножницы. Угу. Ну и хоть из хорошего есть сундук. Хотя тут из хорошего, в принципе, ножницы, цветочек. Нельзя, знаете, как особо жаловаться. Да, вот есть, конечно, тут и вот этот участочек у нас неприятность, колодец и змея. Но хорошая тоже есть. Так, так, так. Ага, значит, смотрите. Начинаем с вот этого, да, участка, с негативного. Здесь карта сразу же предупреждает, будет неприятность в этот день. О. Кстати, эта змея, может быть, даже что-то и приятное с ней. Неприятность будет в этот день и очень сильное глубокое разочарование. Неприятность, разочарование. Дальше. Общение с детками, семьей, исполнение желаний. В делах решение вопроса. Приятная встреча, свидание. И змея рядом. Возможно, свидание со змеей. То есть человеком, ну, который такой достаточно острый на язык. И финансовые поступления. То есть дела хорошо решаются, деньги приходят. Любовь, свидание, личная жизнь, желания исполняются, с детьми общение. Вот единственное, что какая-то неприятность. Какая? Неизвестно. Поживем, увидим. К сожалению, да, это не пасьянс, ой, не Ленорман, не можем поковырять, посмотреть. Ну, какая-то, ну, это, кстати, иногда бывает так, что неприятность может быть не у нас, а у кого-то. А мы как бы имеем к этому такое посредственное участие, принимаем в этом. Так что... Может быть, так проиграется. Благодарю за внимание. И переходим к стрельцам. Так. Стрельцы. Стрельцы, 11 сентября. События дня. 11 сентября, Стрелец. Угу. Глубокая печаль, колодец. И плюс еще пропустила яблоко, слезы. К сожалению, да. Сейчас может быть что-то хорошее тоже. А знаете, из-за чего это может быть? Может какая-то тайна открыться. И вот это как раз видная информация, она будет не очень приятная для вас. У нас как раз карта суд, она показывает открытие таких секретов, тайн, информации.
масштабной. Будильник нельзя. Угу, удача. Но она больше, видите, как бы уже ближе к концу дня. Цыпленок. Сердце нельзя соединить, потому что обе карты уже зафиксированы. Здесь нет. Получается, в этот день будут у вас разочарования, слезы. Дальше будет открытие секрета тайны, будет поездка, будет удача и гармоничное отношение с семьей, с детьми. Возможно, удача, да, вот будет в какой-то семейной личной жизни, семейная поездка, может быть. А вот мне кажется, что как раз вот переживания, слезы, они будут связаны с открытием вот этой информации. Ну, вот я же говорю, четверг — это день информации. Что там мы такое поузнаем? Кого-то обрадует, кого-то огорчит. Так что, ну, поживем, увидим. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерогам. Смотрим, козерожки. 11 сентября, события дня, козероги. Угу. Кровать. Бабочка. Яблоко. Угу. Цепь. Два кольца. Месяц. Знаете, как можно прочитать? Из месяца в месяц какой-то вопрос решаете, решаете, не можете решить. Шарики. Бокал. О, успех. Ну, здесь нет. Значит, рассказываю. Тоже смотрите, сколько много событий, да? 4, 5, 9 событий. Вас ждет в этот день успех. В каком-то одном деле успех, а в другом нерешенный вопрос. Поэтому тут может быть и успех, и нерешенный вопрос, который долго и нудно вы уже решаете, никак не решится. Ну, в принципе, ножницы выпали по периметру. Ну, можно сказать, что уже скоро решится этот вопрос, который никак не решается. Поэтому есть один вопрос нерешенный, есть события, которые имеют цикл, повторяются, есть успех, есть интимная связь, деловой разговор, слезы, тайная встреча, радостные новости и застолье. Вот такой вот день. Чего тут только нет, называется. Всякого разного, и хорошего, и плохого. Ну, вообще, в принципе, это вы не исключение. Это у многих знаков просто какой-то сумасшедший дом. По-другому не скажешь. По 9-10 событий все как-то наваливается. И хорошее, и плохое. Ну, в общем, такой какой-то день. Сумбурный. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Так, сейчас будем смотреть водолеев. Такой же день, как и у всех, или получше? Водолеи, 11 сентября. Четверг, события дня.
Покажите мне, у Водолея в этот день как пройдет, что у них будет, как у них этот день пройдет. Угу. Ну, тоже, видите, вы не исключение. Первая маска, негативное событие, бокал, негативное, позитивное. Американские горки, я так поняла, у нас будут в четверг с вами, у всех. Метла будет штормить нас. Дальше череп, либо еще деньги можно было соединить. Вот когда я эту карту взяла, что первое бросилось в глаза. Ну, я череп увидела. Угу. Тайны откроются, тайны, маски будут сорваны. Ну, по суду часто, кстати, это происходит. Горизонтали не вижу. Значит, получается у вас в этот день первое событие маска показывает, что вас могут обмануть. Поэтому будьте осторожны, внимательны. Кто-то будет надевать на себя маску. Или это, кстати, вы можете быть тоже. Мы же этого не исключаем. Вы тоже можете примерять на себя разные роли. Дальше ссора. Ну, либо туда будут сорваны маски, откроется правда и будет ссора. Можно вот так прочитать. Обман, открытие тайны, ссора, бокал, застолье, возможно, на каком-то мероприятии, да, там за бокальчиком, не знаю, чего-то. Пошли разговоры, случайно проговорились, открылась информация и выяснение отношений. И также еще выпадают вопросы по здоровью тоже в этот день, череп. Возможно, будет плохое самочувствие у вас, может ухудшаться. Так что еще следите за здоровьем в этот день. Благодарю за внимание, Водолеи. И смотрим рыбок. Сейчас еще посмотрим, что у рыбок будет происходить. Рыбы. 11 сентября. Сентября, рыбы, события дня. Угу. Рыбки, у вас удача первая выпадает, подкова. Любовь. Может, хоть вы у нас будете исключением, и у вас будет все хорошо. Свидание, розочка. Интимная связь. Вы видите, у вас тут прям все одно к одному. Все крутится вокруг одной темы. Ой, две карты. Ну нет, деловая встреча тоже есть. Про работу тоже немножко рассказали. Так, ну и давайте проверим. Ну, вы у нас единственный, кому повезло, и не выпало плохое событие. У вас выпали только хорошие. Выпала удача. Может быть, как раз вот благодаря удаче она вас как бы убережет от всех этих неприятностей. Удача, любовь, свидание, кровать. Точно, все хорошо будет в личной жизни. Если вы скажете, у меня ее нет, ну, значит, есть большие шансы, что она у вас в четверг появится.
И деловая встреча. То есть какая-то еще рабочая встреча тоже может быть рабочая, деловая, связанная там с какими-то, может быть, там покупками, еще чем-то. Но тоже все должно пройти удачно. Поэтому вы у нас, рыбки, везунчики в этот день, в отличие от других знаков. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.